калифорнийская щитовка у нас считается карантинным вредителем в Абхазии. Заражена. Калифорнийская щитовка на яблоках. Торговать таким товаром категорически запрещено. Это опасный вредитель. Лишь первое нарушение, которое обнаружили инспекторы карантинной службы в ходе масштабного рейда по столичному рынку и другим торговым объектам. Подобная продукция не только губительна для сельского хозяйства страны, но и недопустима на прилавках по санитарным нормам. Проверки по поручению премьер-министра Владимира Делба начались сразу по нескольким направлениям. На объектах работают специалисты госстандарта, карантинной и ветеринарной служб, а также столичной СЭС. Главная цель – продовольственная безопасность. Проверки будут проводиться постоянно, продукция будет изыматься на анализы, будем проводить анализы полуфабрикатов, алкогольной продукции, всех ввозимых продуктов и производимых. Особое внимание скоропортящимся продуктам. В этом отделе копченая рыба хранится с нарушением температурного режима. Рядом другая проблема – отсутствие честной маркировки. Покупатель не должен гадать, где натуральный сыр, а где его дешевый заменитель. Я хотел определить, сырный продукт или натуральный сыр, надо будет посмотреть. Имеет значение. Если это сырный продукт, надо на нем писать, что он сырный. 24.04.26 года производства. Это было позавчера. Все понятно. А вот эта рыба и курица... Ну, рыба там сверху стоит, она в ящике. Это Ну и что? Как в ящике, она открытая. Во-первых, ее надо закрыть пакетом, пищевым пакетом, пленочкой. Убираем тогда. Все наигрубейшие нарушения, которые можно придумать, у вас здесь рыба, курица, сыр, мясо, все рядом, копчение, соление, все, что понятно, соление понятно, все, что возможно нарушить, все нарушить. Нарушения фиксируются на разных объектах, но к крайним мерам переходят не сразу. Сначала предпринимателю выносится предписание. Если в течение 12 дней ситуация не изменится и нарушения повторятся, владельцу придется выплатить штраф или не торговать вовсе. Еще строже ситуация с алкоголем. Любая сомнительная партия будет немедленно сниматься с продажи. Алкогольная продукция, которая не пройдет сертификацию, в этом году нам поручено всю продукцию снимать с реализации, особенно произведенные, то есть контрафактная продукция из неких порошков, произведенная безоговорочно, будет сниматься с реализации и утилизироваться. Так как по мере, с каждым годом увеличивается их реализация и больше увеличивается массовое отравление, особенно в летний период. Поступает постоянно жалобы. Мы принято решение, у госстандарта будет свой реестр. Те лица, которые производят алкогольную продукцию, получат сертификат, и он будет у нас в реестре. Те, кто не пройдут сертификацию, реализации товара не будет подлежать. Масштабные проверки коснутся не только столицы, но и всей страны. Инспекторы отправятся и в другие города и районы республики. Все рынки, все оптово-розничные склады, торговые склады и общепитов тоже коснется ближе к летному сезону. Здесь будут проводиться проверки на наличие документов. Также тут суть проверок происхождения товара, откуда товар был произведен, где произведен, какое время. Документы оборота у оптовика и реализующих в розницу обязательно тоже мы будем со всех требовать. Продовольственный рейд продлится до 1 июня. В случае необходимости службы продлят работу. Гугуца Вардания, Щезина Ханагуах, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.